Сотни делегатов из числа наших соотечественников, проживающих в Москве, стали участниками внеочередной конференции осетинской общины. Встреча земляков состоялась в зале церковных соборов Христа Спасителя. Конференцию объединили с празднованием 30-летия создания общественной организации. Первая часть была посвящена вопросам повестки дня. Состоялись выборы Совета Московской осетинской общины. Был принят новый устав организации, внесены изменения в нормативную базу. На внеочередной конференции делегаты избрали нового руководителя общины. Им стал Алан Абаев. Главная цель организации – объединять соотечественников, которые проживают вдали от родины. Сохранить свой язык, традиции и обычаи. Не забывать о своих корнях. На самом деле эта работа очень серьезная. Тут звучат и слова разногласий каких-то. Скажу вам честно, в этом труде мы будем объединяться. Мы должны стать рядом друг с другом и делать не громогласные какие-то заявления, а просто работать и помогать нашим землякам. Я надеюсь, что у нас это получится. Участникам конференции был зачитан приветственный адрес от имени президента Южной Осетии. В обращении Анатолия Бибилова говорится о значимости работы осетинской общины, направленной на сохранение культурных и национальных ценностей. Московская осетинская община, которая объединяет тысячи выходцев из всех частей Осетии, сегодня по праву является одной из самых уважаемых, влиятельных и значимых общественных объединений Москвы. Община проводит большую просветительскую работу по сохранению и укреплению осетинского языка, национальных, культурных и духовных ценностей, изучению истории, литературы и традиций осетинского народа, способствует развитию толерантности и межконфессионального согласия многонациональной семьи народов России. Для разделенного осетинского народа Россия была и остается единственным надежным партнером и гарантом ее безопасного развития. За 30 лет существования осетинской общины в Москве удалось наладить тесные связи и дружеские отношения, отметил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников. За это время мы прошли вместе разные периоды. Радовались общим победам и праздникам. С болью переживали тяжелые времена для братского народа Осетии. Узнавали нашу общую культуру, традиции и обычаи. Особого уважения заслуживает достойное сохранение древнейших традиций Осетии, где особое место занимает почитание старших, женщин и традиций. В праздничной программе, посвященной 30-летию создания Московской осетинской общины, приняли участие наши прославленные земляки: прима Большого театра Агунда Кулаева, звезда мюзиклов Элина Газаева, оперная певица Амага Готи, лауреат конкурса «Синяя птица» Тимур Сланов, московский ансамбль танца «Аланя» и другие. В рамках торжеств состоялась церемония награждения особо отличившихся и прославивших Осетию в этом году земляков. Роза Тедеева, Оксана Таттаева. Информационный выпуск сегодня.